Скажем так, регионах, считающихся типично мусульманскими или мусульманскими республиками, появляется мечеть, которая мало похожа на мечеть, это, конечно, вызывает, так сказать, вопрос. Поэтому на сегодня возникает некая, как сказать, потребность стандартизации строительства мечети, ее оснащения, ее распланировки. И вот тут возникает вопрос, который вы задали. Есть ли татарская мечеть? Конечно, татарская мечеть есть, так же, как есть мечеть узбекская, индонезийская, арабская, турецкая, даже берберские мечети. Да, конечно, мечеть есть, потому что каждому народу Всевышний, во-первых, сотворил нас народами и племенами, вот, из единого отца и нашей единой праматери. Вот, и исходя из этого, значит, у каждого народа есть свои национальные традиции. Игнорировать их, это, скажем так, противоестественно. Вот, поскольку Всевышний сотворив нас разными народами, то и культуры разные, и понимания разные, но суть одна: Бог един, его пророки были разными, заключительно пророк Мухаммад. Мы все на сегодняшний день, те, кто себя считает единобожниками, мусульманами, это единая умма, которая состоит из разных народов. И их стандартизировать и унифицировать, то, что называется глобализация, это неправильно. То есть это, опять-таки, противоестественно, это противобожий, так сказать, план против Бога. Вот, поэтому возникает вопрос, а какой был действительно, задали вопрос, какой был у татар? У татар было всегда как бы свое понимание, и мы исходим из того, что ислам у татар, он принимался или, скажем так, появлялся не единожды. Вот мы 2 года назад справляли 1100-летие. На самом деле, мы, так сказать, мало об этом говорим, на самом деле это было не 1100-летие принятия ислама, это 1100 лет тому назад произошло официальное подтверждение ислама. У нас у татар есть такая традиция, когда нарушается, скажем так, никях, между мужем и женой могут быть разные ситуации. Вот они в старину, сейчас это редко применяется, редко кто об этом знает, они шли к имаму, хазрату, мулле и обновляли свой никах. Это называется таждид никах, никах нуджамарту. Вот. И поэтому в 922 году, на самом деле, наши предки, обновили ислам, обновили свой иман в присутствии посла багдадского халифа, то есть объявили фактически о своем присоединении, официальном присоединении к исламскому мусульманскому миру в качестве северного форпоста. Скажем так, наши предки приняли ислам во времена пророка, мир ему Божьего благословения, это очень редкость, скажем так, приняли по своему доброму желанию, а не, скажем так, там, насаждение и прочее, да. Вот, и вот, скажем так, когда мы перечитываем мемуары Ибн Фадлана, там всегда есть такие интересные моменты, когда посланник багдадского халифа спорит с булгарским ханом, правителем, что это вот так, а это вот так. То есть ислам уже был, и он был просто, так сказать, были некоторые политические моменты, и вот они в 920 году, так сказать, наш народ обновил. И вот тогда, если заметить, был уже тогда, так сказать, возникал вопрос, среди прочих имамы обратились к поддержке багдадского халифа для того, чтобы в том числе он построил каменную мечеть в Булгарах. Вот. То есть вопрос возник тогда уже, что была необходимость, скажем так, построить еще мечеть, которая была согласно традиции, которая была принята в Багдаде, в багдадском халифате, при аббасидах. Вот. И сейчас, вот, скажем так, то, что осталось от нашего, скажем так, нашей прежней столицы, Шахри-Булгар, вот, они не дают ответа, на самом деле, каковы они были в булгарской традиции. Но мы знаем, что когда в Казань приехал Айби-Патша, и было получено разрешение, и императрица, скажем так, четко осознавая, что мусульмане это составная часть той империи, вот она разрешает строительство мечети. И мы знаем, что строительство мечети, вот 2 мечети, это Апанаевская и мечеть Марджани. И мы, если, скажем так, с точки зрения архитектуры изучим вопрос, мы видим, что есть 3 зала в мечети. Я в 90-х годах, в середине 90-х работал имамом мечети Марджани, вот, вместе с Абдул-Хак Хазратом. И вот у нас была такая традиция, что имам или просто мусульманин, который приходит в мечеть, он сначала, входя в мечеть, он приветствует ее. Приветствуем 2 раката, тахият намаза. Они всегда его молились определенно в одном зале. Это был самый малый зал, там, где обычно хранились старые книги, которые библиотека, кораническая библиотека, там в основном Коран был. Вот. Люди молились там, это называлось тахият намаза.
Тахият буль-Мессе. Вот. Затем дежурный имам, скажем так, вот сейчас, вот только что прошло время Иля намаза, 4 раката пред фарзом всегда молились в зале, который назывался Сеннет, зал, Сеннет буль-Мессе, то есть вот второй зал. И лишь когда имам отмаливал 4 раката суннат намаза под возглас камата, который произносил мазин, Аллах Акбар, и так до конца, имам входил в большой зал, который назывался фарз буль-Мессе, фарз зала. И там уже где мимбар стоит, и он стоял, значит, подходил к мимбару, значит, вставал михраб, и таким образом, значит, творился намаз джамаат. Вот этот вопрос как раз очень интересен в каком плане, что тахият, сеннет, фарз. Не могли наши, скажем так, предки, бабаи, которые были очень, скажем так, образованными людьми, взять и придумать что-то такое. То есть это была, если изучить вопрос, опять-таки, с точки зрения национальных мечетей, да, вот Узбекистан или арабы, да, или турки, да, такого явления практически нету. То есть это какая-то, скажем так, архаичная, очень красивый смысл этого слова, архаичная древняя форма именно, скажем так, планировки мечети. То есть нельзя сразу, вот когда мусульманин просит рай, он должен, как учил его пророк, мир ему Божьего состояния, всегда учил просить рай, сразу рай фирдаус, фирдаус джаннатан. То есть в раю нет изменений прописки. Вот как человек попадет, так он там и останется. Вот. Имеется в виду райская часть. Здесь в мире мы можем, как бы, скажем так, менять прописку, строить дом деревянный, каменный, однокомнатные квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные, да, больше планировки площади. Поэтому не могли наши предки просто так взять и придумать что-то такое. То есть это некая архаичная форма строительства дома для богослужения, мечети в данном случае. Да? То есть это характерно для нашей местности? Именно для татар. Именно для татар. Я помню прекрасно до того, как ее снесли, московскую мечеть на Олимпийском, в Выползлом переулке, да? Она была такая же, как Марджани. То есть тоже 3 зала. Я прекрасно помню, как этот зал был. Это те традиционные 3 зала. Это вот первая форма татарской мечети. Вторая форма татарской мечети, это вот, скажем так, невосстановленная мечеть Султановская, около колхозного базара. Она же действует. Она действует, но она восстановлена не в том плане, как она была. То есть она... Так же, как и мечеть Закабанная. То есть у них, вот по Закабанной я 50 на 50, скажем так, уверен, да, но вот по Султановской там вокруг была балюстрады, то есть зал, вот, который сейчас молится, да, он высокий, но по краям всегда был балкон для женщин, да? Для женщин. То есть вот это вторая форма татарской мечети. Она тоже редкая, так сказать, редкость в мусульманском мире. Вот поэтому мы можем говорить с уверенностью, вот 2 формы, так сказать, татарских мечетей. Да, 2 таких характерных черты для татарских мечетей. Вот. То, что строится сейчас, это в основном как бы, арабское или, скажем так, чисто или турецкий вариант. Вот. Почему говорим арабское? Это первоначальное, скажем так, при пророке Мухаммаде, мир ему благословении, как раз была такая форма архитектуры. Вот, традиционно такая мечеть сохранилась в Самарра. Самарра — это на севере Ирака. Там находится первая спиралевидная такая в виде улитки мечеть, значит, Ухайдыр. Вот. И мечеть, она какая? Она окружена просто стенами, потолка нету, значит, пол песчаный. Вот. И люди молились там. Это как мечеть пророка, видимо, да? Да, вот она практически, там 200-300 лет, да, разница в хронологии. Но мечеть сохранил такой вот, истинно, как бы, скажем так, именно чисто такой вот пророческий вид пророческой мечети. Потому что мечеть в Медине была очень простой, это известно. Вот. Более того, даже, вот, скажем так, если посмотреть на Каабу, у Каабы есть с правой стороны, смотрите, с какой стороны, есть пристрой такой, маленький, небольшой, как бы это, полукруглое там строение. Это Хаджар Исмаиль. Да. Это вот как раз, это тоже часть Каабы. То есть тот, кто заходит вот в эту ограду, он находится в Каабе на самом деле. Почему она такая? Потому что у арабов, когда они перестраивали, восстанавливали, реконструировали Каабу, у них не хватило строительного материала. Поэтому так она и осталась. Недоделанная. И пророк сказал, если бы не сомнение или, скажем так, возражение, скажем так, вот тех, кто живет в Мекке, я перефразирую, это не точно, как бы, это текст, значит, это значение хадиса, то я бы, конечно же, перестроил бы
Каабу. Но, поскольку, так сказать, народ мог неправильно понять, пророк эту затею оставил. Вот. Поэтому мы можем говорить о том, что у татар есть форма, скажем так, строительства мечети. Вот Меде Камиль Хазар вчера поставил такой вопрос. Вполне возможно, мы возвратимся к этому вопросу уже в рамках духовного управления, потому что на самом деле нужно упорядочить строительство мечетей. Я спрашивал неоднократно, почему происходит у нас строительство мечети, которые похожи на, скажем так, на какую-то парфюмерную баночку или на сказку Аладдина. Вот этим, это непонятные какие-то формы мечети. А мечеть должна быть красивой, она должна ассоциироваться именно с мечетью. Да, в хай-теке все это хорошо, да, но хай-тек не должен занимать большинство, не должен являться большинством мечетей, не должны строиться в стиле хай-тек. Это мое личное, сугубо мое, так сказать, субъективное мнение. Вот. Мечеть должна выглядеть как мечеть. Вот если взять, скажем так, Турцию, да, это османский стиль. Османский стиль, да, и сейчас, конечно, появляется разное, даже вплоть до того, что в Стамбуле есть там шиитская огромная мечеть, да, и там это мечеть в стиле хай-тек. Вот. Но все-таки основная масса это историческая, это все-таки как бы присущее для османского государства в свое время как бы архитектурный стиль, и он выдерживается. И человек, увидев минарет, скажет, что это минарет. А вот, кстати, про минарет. В татарской мечети же минарет посередине крыши получается, вот в отличие. Это опять-таки, да, отличие, да. В некоторых, скажем так, регионах сопредельных, скажем, с Башкортостаном, есть мечети, где мечеть поставлена так же, как, вот, скажем, султановская мечеть. То есть минарет над входом. И такое есть. Вот. Далее вот интересный момент. Если посмотреть некоторые англиканские и протестантские церкви в Штатах, в Англии, в основном в Штатах и в Канаде, то они поразительно напоминают наши татарские мечети. Вот. Вроде бы скажут так, это... Кто кого взял? Да, ну, естественно, они взяли, скажем так, кто-то это самое, потому что протестантская версия христианства возникла позднее. Да, позднее. Поэтому кто-то где-то увидел, и иногда смотришь, как бы это, они поразительно похожи на даже деревенские мечети. Они красивые, храм, но это уже, так сказать, не мусульманская традиция, но тем не менее, как бы это вот, опять-таки, скажем, этот минарет, который уходит ввысь,